и снова. Вот это здорово было. В первой паре турнира по профессиональному боксу, который проходил в Екатеринбурге, в весовой категории до 66,7 килограммов сошлись Игорь Адлейба и Сардор Музафаров из Узбекистана. Им предстоял 8-раундовый поединок. В этом поединке Игорь должен был бороться с Максимом Черничуком, и масштабы игры должны были быть другими, отмечает спортсмен. Однако за день до боя во время взвешивания сообщили, что Максим заболел. Очень хорошо стоит в рейтинге мировом, 95-й в списке сильнейших боксеров мира. Вот, мне обязательно надо с ним сразиться и выяснить, кто сильнее. Мы договорились в новом году, в феврале мы будем заново с ним боксировать. У нас все так же, контракт подписан. Так, 8-раундовый бой Игоря и Сардора Музафарова завершился на втором. Спортсмены стали активнее проявлять себя и обменялись несколькими крепкими ударами. Но преимущество было на стороне Игоря Адлейба. После ряда удачных для него атак раунд завершился. И тут объявили решение тренеров Музафарова об отказе вести бой дальше. Конечно, не Игорь. Игорь это справа от него. А это Дмитрий Болдырев. Да, 14-я победа Игоря Адлейба в карьере. Наше поздравление. Вся проблема в том, что я готовился к этому бою 7 недель, а он не готовился вообще. То есть короткое уведомление – это когда соперник, рискуя всем, идет и рассчитывая на что-то, на удачу, на победу. Он приехал, но когда 2 раунда в одну калитку я начал выигрывать и кое-какие повреждения он получил за эти 2 раунда, сделали, я считаю, правильное решение. Игоря на турнире поддерживала семья и друзья. Он и не знал, что они приехали в Екатеринбург и вместе с ним готовились к поединку. Радость при виде родных людей переполняла, отмечает борец. Но сюрпризом и неожиданностью стал приезд другого человека. Но самый главный подарок для меня был, я уже, наверное, боев 5-6, а то и больше, выхожу под песню Хиблы Мугба, смотрю, и Хибла приехала. Мы вышли вместе, она спела песню. Я считаю, что это очень круто. Опять же, мы еще раз показали, что мы не только боксировать, мы и петь умеем. Для Игоря Адлейба это 14-я победа. Он дебютировал в боксе в 2017 году и уже через 2 года стал чемпионом мира по версии WBO среди молодежи. Он уже является обладателем Кубка мира по кикбоксингу. Все свои бои 24-летний борец посвящает своей стране и подрастающему поколению юных боксеров. Я хочу, чтобы мои победы видели у меня в стране, чтобы наше подрастающее поколение видели, как это круто заниматься боксом и развиваться в плане как спортсмен, как личность. Я хочу, чтобы брали пример. Сейчас Игорь Адлейба дома с семьей, но буквально через неделю он возобновит свои тренировки и начнет готовиться к бою с несостоявшимся соперником Максимом Черничук. За финансовую помощь в организации боев Игорь благодарит сотовую компанию «Агвафон». Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.